Сейчас вашему вниманию зачитаем резолюцию митинга, подготовленную Крымско-татарским народным фронтом. Крым-татар халық жебесінің резолюциясына шынды сізге оқыжақ бар. Крым-татар халық жебесінің азасы Ринат Шаймарданов. Дорогие соотечественники, прежде чем зачитать резолюцию, я буквально в течение 3 минут расскажу о той работе, которая предшествовала ее появлению. В течение 3 месяцев ветераны национального движения и Крымско-татарский народный фронт прилагали все усилия для того, чтобы был принят закон Украины о восстановлении прав и реабилитации репрессированного крымско-татарского народа. Для этого были отправлены письма в 21 правительственный адрес. Были отправлены письма каждому из 450 депутатов Верховной Рады Украины. Были проведены многочисленные встречи и консультации в Крыму и в Киеве. И вырисовалась такая странная ситуация, джемаат. Все министерства, которые мы посещали в Киеве, Совет национальной безопасности, администрация президента, все в один голос говорили: крымско-татарский вопрос не только назрел, но и перезрел. Но любые инициативы Киева решить крымско-татарский вопрос наталкиваются на жесткую блокировку из Крыма. И это нам говорили буквально в каждом месте, где мы были. И сегодня все мы были свидетелями, что это действительно так. Вы видели, с каким трудом мы пробивались на эту трибуну. Вы видели, какими словами пытались увести народ с площади. И это дело не Украина. Это дело Крым. Именно поэтому, джемаат, наш сегодняшний митинг – это митинг, который был организован не только ветеранами национального движения и Крымско-татарским народным фронтом. Этот митинг стал возможным еще и потому, что те 3 месяца работы ветеранов и фронта не пропали даром. В организации нашего чрезвычайного собрания большую помощь и поддержку оказали люди, которые не являются крымскими татарами, которые находятся в высших эшелонах власти. Но даже их сила, даже их влияние едва-едва не закончились провалом, только потому, что наша местная крымская мафия, которую мы сами создали своими руками, мешает нормальным, хорошим, здравомыслящим людям решать крымско-татарский вопрос. Вспомните, когда пришел Джарты, в какие штыки его восприняли, какой только грязью его не поливали. Но этот человек за неполный год решил 2 важнейших вопроса в Крыму. Выделил землю под соборную мечеть и запустил процесс выдачи земель участникам полян протеста. 20 лет до этого никто не мог этого сделать. Джарты начал бороться с мафией и погиб на этом посту, в этом нет никакого сомнения. И сегодня люди, которые помогали нам организовывать этот митинг, они знали, что на этом митинге будут звучать самая резкая и нелицеприятная критика в адрес Украины. Но тем не менее они нам помогали. И это означает только одно. Сегодня в Украине, там, в Киеве, есть силы, которые готовы работать по справедливости, которые готовы помогать крымским татарам. И подтверждение этому десятки писем народных депутатов Верховной Рады, которые мы получили в ответ на свои обращения, где буквально в каждом письме говорится: мы целиком и полностью поддерживаем справедливые требования Крымско-татарского народного фронта в отношении восстановления прав и реабилитации репрессированного крымско-татарского народа. Более того, несколько депутатов Верховной Рады Украины, не являющиеся крымскими татарами, предложили себя в качестве выдвиженца вот этого законопроекта о восстановлении прав и реабилитации репрессированного крымско-татарского народа.
А это означает, Джимат, да, что сегодня мы переходим на новый этап. Если раньше те люди, которые до нас стояли на этом балконе, делали все, чтобы крымские татары считались врагами Украины, сегодня мы переходим в новую эпоху, эпоху сотрудничества. И вот только вместе мы сможем победить недругов. Только будучи друзьями, мы сможем помогать друг другу. Только будучи едиными, крымские татары и украинское правительство, мы сообща сможем победить вот ту мафию, которая не дает развиваться и Крыму, и Украине в целом. Именно поэтому в нашей резолюции отражены все моменты, о которых говорилось на этом митинге. Резолюция Чрезвычайного общенародного собрания крымско-татарского народа, город Симферополь, 18 мая 2012 года. Со времени насильственного выселения крымско-татарского народа со своей исторической родины прошло 68 лет. 21 год проживая на своей исторической родине, ущемленный в своих правах и свободах крымско-татарский народ до сих пор остается на независимой Украине в положении людей второго сорта. До сегодняшнего дня власти Украины и Крыма не реагировали на призывы крымско-татарской общественности к диалогу, долгосрочному партнерству и сотрудничеству по разработке, принятию и введению в действие закона Украины о восстановлении прав и реабилитации репрессированного крымско-татарского народа. Вместо этого крымским татарам пытаются подсунуть выхолощенный законопроект по восстановлению прав лиц, депортированных по национальному признаку. Этот закон имеет отношение лишь к очень ограниченному числу непосредственно репрессированных соотечественников, сумевших дожить до наших дней, оставляя без внимания их детей и внуков, и уже вовсе не касаясь утерянного в результате репрессий национального исторического достояния и государственности. Все это свидетельствует о том, что в Крыму, который сегодня является частью Украины, продолжается политика скрытого геноцида, проводимая в отношении многострадального крымского народа и выражающаяся в его правовой дискриминации и ущемлении. Крымско-татарский народ исчерпал свое терпение и более не может находиться в пассивном ожидании проявления к себе государственного внимания. Исходя из вышеизложенного, мы, делегаты и участники Чрезвычайного общенародного собрания крымско-татарского народа, первое. Считаем недопустимым продолжение политики игнорирования прав и свобод репрессированного крымско-татарского народа, которое осуществляется в украинском государстве в результате отсутствия закона Украины о восстановлении прав и свобод репрессированного крымско-татарского народа. Проведение такой политики препятствует развитию крымско-татарского народа, а также политическому и экономическому развитию не только Крыма, но и всей Украины в целом. Второе. Требуем от президента и Верховной Рады Украины незамедлительно создать рабочую группу или государственную комиссию по разработке, принятию и введению в действие закона Украины о восстановлении прав и реабилитации репрессированного крымско-татарского народа, учитывающего и регламентирующего восстановление государствообразующих, политических, экономических и имущественных прав крымско-татарского народа, которыми наш народ обладал на момент совершения акта геноцида. Содержание данного закона должно соответствовать чаяниям крымско-татарского народа, законодательству Украины и требованиям международного права в отношении коренных народов. Третье. Уполномочить Крымско-татарский народный фронт продолжить активную работу и взаимодействие с государственными органами Украины по разработке и принятию закона о восстановлении прав и реабилитации репрессированного крымско-татарского народа. Четвертое. Уполномочить организаторов Всекрымского народного движения «Защитим свой дом» продолжить активную работу и взаимодействие с государственными органами Украины по вопросу ограничения действия грабительских штрафных санкций за строительство и несвоевременную сдачу в эксплуатацию жилых домов на всей территории Крыма. Пятое. Назначить на 18 октября 2012 года, День образования Крымской АССР,
проведение второго чрезвычайного общенародного собрания крымско-татарского народа для обсуждения шагов, предпринятых украинским государством по вопросу законодательной реабилитации репрессированного крымско-татарского народа, а также для справедливой и объективной оценки действий властей Украины и уполномоченных общественных объединений по реализации положений настоящей резолюции Первого чрезвычайного общенародного собрания крымско-татарского народа. Принято чрезвычайным общенародным собранием крымско-татарского народа Симферополь, площадь Ленина, 18 мая 2012 года. Saygılı vatandaşlar, bu rezolüsyanın hepimiz kaylımızın, kaylımızsanız kol köteriniz. Karşı olanlar varım, yoktur. Дополнение, Ришат, дополнение. Saygılı vatandaşlar, в письменном виде все дополнения мы будем учтем. Крым-татар халық жебесінің офисі Крилова 3. Yazıp kendiniz her bir şeyi koşarım. Daha ne isteseniz.